Вот в этом году, дорогие друзья, исполняется 150 лет со дня рождения великого немецкого поэта Райнера Мария Рильке, которого звали, значит, настоящее имя которого было от рождения Рене Карл Вильгельм Йоганн Йосеф Мария Рильке. Вот портрет его выполненный, когда он был в России, Леонидом Пастернаком. Ну, биографию Рильке вы все можете прочитать, о его связях с Россией, о его поездках, прежде всего, в Петербург и Москву, с Лу Андреас Саломе, урожденной в Петербурге, которая была замужем за человеком, с которым у нее не было никакой интимной связи, просто ее муж попытался совершить самоубийство, если она не выйдет за него замуж, она вышла замуж, но в общем поехала она в Россию вместе с мужем, с которым у нее ничего не было, и с Рильке, молодым поэтом, у которых у них был несколько лет бурный роман во время этих визитов. А Мандельштам жил, как мы знаем, несколько позже, в тот период, когда Рильке был в России, посещал Россию, это 1898, потом еще раз 1900 год, Мандельштам был еще совсем маленьким, пересечься они, конечно, никак не могли, и повода никакого быть не могло. И тем не менее, я так думаю, что, может быть, они друг друга не знали, но они пересеклись. И пересеклись вместе и во время, которое стало переломным и ключевым для творчества их обоих. Это был Париж, октябрь 1907 года. Рильке жил в Париже в 1906 и до конца 1907 года, значит, не все это время жил в Париже, но, в общем, много ездил. А Мандельштам в начале октября того же года приехал в Париж. И точкой, которая, в общем, для них стала магической такой вот точкой, которая пересекла, это не что иное, как знаменитый Нотр-Дам. Вот фотографию, которую я сделал, это 2012 год. Внутри я там тоже, конечно, был, но не стал фоткать со вспышкой, потому что это было вечером. Так вот, в общем, соборы, не только Нотр-Дам, но и другие, вызвали у них, в общем, такой трепет, какой-то магический трансформирующий эффект, произвели на них обоих, в результате чего Рильке написал сборник «Neue Gedichte», новое стихотворение, которое вышло в 1907 году. Вот тогда, когда он жил в октябре в Париже, он заканчивал работу над этим сборником. А Мандельштам позже в сборнике «Камень» посвятил целый ряд стихотворений архитектуре, в том числе, собственно говоря, и Нотр-Даму. Мысль о сравнительном анализе путем перевода их обоих на идиш у меня возникла в результате общения с Маргаритой Лебедевой, это германист, филолог петербургский, которая хотела к нам прийти, но, к сожалению, заболела тяжелой формой гриппа, поэтому прийти к нам не смогла. Но, в общем, вот проект зародился в результате нашего обсуждения Рильке в оригинале. Я знаю, понимаю немецкий только пассивно, потому что знаю идиш, то есть для меня это примерно так, как знаю русский читать стихи на белорусском, украинском, болгарском. Вот. Ну, достаточно, чтобы переводить. Со словарем, в общем, задумываясь, что там написано. И в результате в общем, нашего этого общения на тему Мандельштама и Рильке вскрылось очень много интересного и общего между ними. Вот, кстати, я прочитаю сейчас одно из стихотворений Рильке, или сами вы прочитаете. Одиночество, die Einsamkeit ist wie ein Regen, одиночество подобно дождю,
Русский перевод покойного Владимира Микушевича, мне кажется, он немножко злоупотреблял банальными рифмами, потому что Рильке, стиль Рильке, как выражается одна моя приятельница, профессиональный переводчик, он как какие-то лианы или какой-то вот лоза поднимается вот так вот по спирали по какой-то башне. Синтаксис у него невероятный, запутывающий и запутывающийся. То есть, когда у него там где что связано, у Рильке очень трудно уловить. Перекрестные рифмы, которые, значит, и сквозные рифмы, которые проходят через все стихотворение, переводить такое дико сложно и, конечно, очень интересно. Вот, так, значит, Микушевич это перевел как дождь над морем вечерами, так одиночество не за горами, клубящимися стелется парами. И, не преминув небо заволочь, оттуда рушится на город в ночь. Дождь льет и не намерен прекращаться, когда к рассвету тянется округа, когда тела, готовятся распрощаться, ласкают с отвращением друг друга, и эта ненавистная потуга их заставляет спать в одной постели и одиночество вместо купели. Ну, вот такое вот, в общем, мрачное стихотворение. На что Рита Лебедева написала ответ, который я прочитаю, она сама хотела прочитать, но я прочитаю, поскольку она не смогла. Нет одиночества. Ответ Рильке с эпиграфом. Идет рассвет, туман ласкает лес, легко касаясь чувственной земли. Нет одиночества вокруг в рассветный час. Весь мир в объятиях неведомой любви. Туман касается угрюмых старых крыш. Беззвучно проникает в створки, в щели. Никто не одинок, ничто не одиноко. Все подчинено одной великой цели. И мы, впустившие в себя потоки чувств, ласкаем с наслаждением друг друга. Нет одиночества, лишь эхо прошлых лет. Боль больше не звучит так сильно и так грубо. И две руки, как два иных пути, сплетаются в один нелегкий путь. Туман уже коснулся наших губ. Рассвет от нас не может ускользнуть. Ну вот, Рита Лебедева пишет замечательные стихи. Я считаю, что это, в общем, очень хороший ответ, который Рильке сам мог бы что-то подобное написать, хотя Рильке бы написал вот такими вот сквозными рифмами, потому что, в общем, Рильке страдал от хронической депрессии. Иногда у него стихи очень такие экстатические, радостные, иногда мрачные. То есть вот как бы ответ Рильке в стиле Рильке, который он бы мог написать в те моменты, когда он был в хорошем настроении. То есть человек он был сложный, личность очень такая вот неординарная. Мы рассмотрим с вами, сравним, значит, один сборник Мандельштама, первый всем известный «Камень», и сборник Рильке «Neue Gedichte», между которыми я стал сравнивать и нашел очень много общего. Значит, по мнению Владимира Микушевича, который очень много переводил Рильке, Мандельштам и Рильке — это полные антиподы. То есть вот ничего более противоположного придумать нельзя. Я считаю прямо наоборот, что это очень похожие поэты, которые исходили, в общем, из одной и той же концепции, на которую их навел, как ни странно, Нотр-Дам и другие средневековые знаменитые сооружения, связь слова и камня. И для Рильке, и для Мандельштама, в общем, камень – это слово это камень. То есть вот происходит отождествление архитектуры, здания, камня, каменной структуры и стихотворения как какой-то вот незыблемой архитектурной тоже конструкции. То есть они оба в очень даже похожем стиле, как мы рассмотрим эту тему. Для них это была тема ключевая. Вот. А что касается магии Нотр-Дама, я могу посоветовать книгу достаточно таинственную и Жана Консилье «Тайны соборов». Это был французский практикующий алхимик, один из последних алхимиков, про которых мы вот знаем, что у него была, даже можно посмотреть видео в его лаборатории, у него была алхимическая лаборатория. Он написал книгу «Тайны соборов», где значительная часть посвящена Нотр-Даму. Каждая деталь,
каждая, значит, там деталь рельефов объясняется с точки зрения герметизма и алхимии. То есть, действительно, в общем, Нотр-Дам был построен, по мнению Жана Канселье, как некое инициатическое здание, посетив которое художник, человек с художественным воображением, с художественной интуицией получает какое-то посвящение, какую-то инициацию. Так что, наверное, в общем, я думаю, что очень может быть, что, в общем, они друг друга видели, Рильке и Мандельштам. Просто Мандельштам был тогда 16-летним студентом, который поехал учиться в Сорбонну. Вот, а Рильке был уже состоявшимся поэтом. То есть, если они друг друга и увидели, то просто бродили, смотрели на одно и то же, но какого-то, в общем, знакомства, я думаю, между ними не произошло. Вернее, произошло оно на виртуальном уровне, их объединила магия архитектуры. На тему Рильке и камней, вот есть, например, книга немецкого исследователя Эрнеста Вульфа, написанная по-английски, Stone into Poetry, камень, превращенный в поэзию, посвященный вот этому сборнику Рильке, который мы будем с вами читать. То есть буквально он воспринимается исследователями, собственно, как камень, как нечто схожее с мандельштамовским камнем. Ну, собственно говоря, начнем читать. Переводы Рильке я не стал приводить, чтобы не загромождать нашу лекцию. Я боюсь, что не уверен, что вообще все стихи мы сможем прочитать. Но вот смотрите. Das Kapital, пока я переводил на идиш, мне пришлось думать, а как вообще мы переводим тот или иной архитектурный термин, потому что у их обоих их много. Вот, в идише мы не каждый, собственно говоря, день читаем про базилики и про особенности их архитектуры. Вот, поэтому пришлось немножко креативно к этому отнестись. В общем, Рильке и Мандельштам, исходя, в общем, из Нотр-Дама, чему именно, какому именно собору посвящено стихотворение Das Kapital, то есть Капитель, такая часть колонны, верхняя часть колонны, какому собору посвящено это стихотворение, не совсем понятно, но с большой вероятностью, если не непосредственно Нотр-Даму, то, наверное, под влиянием Нотр-Дама, который Рильке очень любил. Вот, ну, сравним мои переводы. Значит, Мандельштам, кстати, 1912 год, странным образом, это ровно через 100 лет после того, как моего посещения Парижа осенью 2012 года, когда я участвовал в симпозиуме ЮНЕСКО, посвященному, кстати сказать, идишу. Так, значит, Нотр-Дам. Der Räumer schäufet auf ein Volk gemischt dort, steht der Basilike. Und freilich erst der Häuben, wie Odem hat einmal die Nerven ausgezogen, das leichte Kreisgewalt mit Muskeln spielt und jort. An Pflegten draußen doch als ein geheimer Plan. A dann der Untersorg von Arkes Koev Größen, die Masse Risiko der Wellen soll nicht zerstößen und das Gewalt der Farb zmevatel sein Taran. Стихия с лабиринт, а валд асодгезихт, нешоме готеше, mit обгрунтиген зина, die mag den Nitzrasche, das christliche Verginen, beim Rohrstamm isadem, der Meilach riecht Gewicht. Nur was mehr aufmerksam zur Ehren Notr-Dam, wo begehren dich demonstrische Rippen, als öfter hab getracht, von Beiser Schwerkeit Stiefen, euch etwas Schönes am Oldwald schaffen Menostam. Вот, и он Рильке. Der Kapitel. Wer bei Worter holen Jösudäufen steigt auf, übergeflochten Krell noch Krell, an ander Tag kommt, die Gurten laufen gewaltig von bewegten Kapital.
und losen Iger in neue Sort von Kraft, zu neufig Fliegel schlagende Bries, mit Plutzen Kepp, verhaltene Jegies und jene starke Blätter, sehr Saft. Mit Zorn hebt sich und beim Soft und Schlagen ein schneller Gest, was schämet zu Gewalt und strebt darauf, als nimmt sich Jogen, was damit wieder mit dem Heuschert kalt, fällt regen sich Rock, die Sorge zu tragen, zu halten und das Wachsen gar alt. Вот, но при переводе Рильке мне пришлось, в общем, столкнуться с двумя вещами. Во-первых, как переводить вот такие вот сквозные рифмы. Конечно, пришлось очень долго думать, потому что там у него бывает по 7 раз. 7 раз такая рифма, 7 раз такая рифма, да, то есть А, Б, там Б, А, в общем, это все достаточно сложная структура получается. И переводить с немецкого, несмотря на сходство, кажущееся сходство языков, конечно, приходится с нуля. Ну, некоторые люди думают по ошибке, что, ну, наверное, там, если взять Гёте, перевести на идиш, ну, там пару слов поменяться, и, в общем, все получится. Не получится. Синтаксис абсолютно другой. Элементарные вещи сбивают ритм, то есть, например, в немецком, если в немецком есть определенный артикль «eine» что-нибудь, это 2 слога, на идише 1 слог. И так далее. То есть вот если вы сравните... Извините, пожалуйста, а вот когда вы читали Нотр-Дам, может быть, мне показалось, это субъективно, да. Но вот у Рильки как бы, или вы подчеркнули более как бы немецкое такое произношение, вот, то есть мягче звучал Мандельштам, значительно мягче. Угу. И это действительно так? Или вы сделали такой акцент? Я сделал такой акцент. Я попытался воспроизвести, в общем, как звучит действительно Рильке. Угу. Но там как-то вот больше немецкого. Да, я не владею идиш, я просто... Спасибо. Да, больше, потому что действительно я попытался воспроизвести вот этот сложный синтаксис Рильке, очень немецкий, но при этом, чтобы он звучал нормально на идише. То есть, в общем, потом, кому интересно, я еще на всякий случай отредактирую переводы, потому что вот я вижу отпечатку, видите, здесь Йоган должна быть. Ну, смотрите, то есть, вот видите, в общем, и то, и другое, какой-то вот особый опыт общения с собором. То есть, собор – это стихотворение это собор, слово – это камень – это слово. То есть, вот это их объединяет совершенно явно. Другой пример мы посмотрим стихотворение Мандельштама, которое как раз очень-очень рильковское, «Пешеход». И которое переводить, ну, сами оцените, насколько было непросто. Я чувствую непобедимый страх, присутствие таинственных высот. Наверное, вы все эти знаете это стихотворение. И здесь вот идут 7 раз. 7 раз. Страх в небесах, мостках, часах, листах, горах, колоколах. Одна рифма, высот, полет, пешеход растет, тот поет. Спасет. 7 раз такая, 7 раз такая. Я это сравниваю со стихотворением серии стихов, на самом деле, под названием «Das Portal», но портал, вход в какой-то храм тоже. Не совсем понятно, какой-то собор у Рильке с первой части, где тоже, в общем, он испытывает какой-то ужас, особое состояние вот при виде скульптур древнего собора. Значит, тут что мне пришлось сделать с пешеходом? В общем, конечно, по-нормальному пешеход это фузгейр, да, на идише. Но чтобы загнать эту рифму, я придумал неологизм, я считаю нормальный, а фузгангман. То есть, как бы... Человек идущий. Человек идущий. Zu Михаил Лозинский. Апахет умбазинглахен их трог. Wenn Säudes volle Heichen sind voran. Hopp blieb der Schwalb, ihr schnellen Himmel jog, und dem Glock Turms fliehen wie ein Schwann. Und dacht sich mir, ein alter Fußgangmann, auf Brickler Brecheke, beim aufgrundigen Rog. Ich Herr, wes wächst der Ballen Schnee at kann, dem Säger stehen tut Ewigkeit das Schlag. Nor Helewei, der Geher ist vergangen. Auf gelbe Blätter blankt sein Nächten Tag,
Nur singt in mir der Treuer mit der Spann. Ses emes de la Wiener starkt ihr Wog. Mein Gang Neshome is a gleicher Klok. Soll sein Musik, nur uns dort home ist dann. Вот, концовочка, как вы видите, у меня гибраизм, то есть у Мандельштама, ну, музыка от бездны не спасет, у меня, значит, пусть будет музыка, но бездна судит нас, ist dann. Но uns dort home ist dann. Der Portal, Rilke, geblieben sei, bis wohl der Fluss, was klappt, weggetroffen. Und die großen Wellen der Steiner haben gefläzt, bis sie sich stellen und viele Attributen abgehabt. Zugute. Von den Händen war es Fall und doch gegeben etwas festzuhalten, geblieben, sich verwandelt von Basalten nach Bischofhut zu Inanim gestrahlt. Zina Schmeichel, was zu ihm vertreuen, tut ihr Gesicht der ruhig linde scheuen, bewachen, wie ein stiller Zifferblatt. Jetzt ausbehalten in einem pusten Teuer, amol, reingesappt in sehr Euer, a jeden Sivz, was от der Stadt gehört. Вот, размер точно сохранен, в общем, структура такая же, но если посмотрим рифмы, опять, конечно, совсем другие, потому что на идише есть масса слов, которых в немецком просто нет, и наоборот, соответственно. Вот волна, флут, больше нет такого слова. Есть хваля, есть несколько германизированный такой вэлон, волны, но в стихах она встречается. Я его здесь вставил. И хвалис тоже, как два синонима. В общем, смотрите, даже ни одна рифма, в общем, ни одну рифму мне не удалось воспроизвести, потому что, ну, никак, все это с нуля получается. Вот, еще одно стихотворение, тоже посвященное собору, у Мандельштама, значит, Айя София, Софийский собор в Константинополе, в Стамбуле, который Мандельштам посетил. И стоит это стихотворение сравнить с Рильке «L'Ange du Méridien». Значит, это собор в городе Шартер, недалеко от Парижа. И то, и другое, в общем, в обоих стихотворениях это тема вот того, как вечность, вечная и временное пересекается в этой архитектуре, которая для них, опять же, ассоциируется со стихами, с поэзией. То есть у Мандельштама, конечно, это явно еще и отсылка к Софии, потому что собор Софийский, соответственно, у него мудрое сферическое здание, то есть мудрость Софии. Вот. У Рильке тоже там очень много уплотненных таких вот сложных ассоциаций. Мандельштам. Айя София. Айя София, Фелкер und Kaisorem hat Gott allein nach Herzen mit begleit. Doch dein Kupol mir sagt, za Wunder, woran vom Himmel hängt ob, wie verkehrt. Liegt eures Wesen mehr von Justinianen. Vor fremde Götter nehmt Leute dien, gelost die Ahne von Ephes, von dannen die 107 Marmorseilen grün. Was hat getracht dein Boer? Reiches Cedras, voll mit Neshoma und erhobenen Badeit, Gott zerlegt, Aspidas und Cedras auf Meiref und auf Misrach ungeteilt. Der Tempel prächtiger getuckt in Schollen Kivan, опечатка, der Tempel prächtiger getuckt in Schollen Kivan, mit 40 Fenster, lichtig schöne Macht und unter dem Kupol auf Pandativen Malachi Alien 4, die größte Pracht. Свет stehen der Binien, seine Hochmesphären, wenn Völker unter Deures seinen Ois, wenn Srofim hilchig weinen zech der Herren, sein Tunkel Gildekait wird weiter scheinen durch две опечатки. Так что надо будет немножко это редактировать. Что мне пришлось сделать? Обратите внимание,
У Мандельштама прекрасен храм, купающийся в мире, 40 окон, свято торжество, на парусах, под куполом 4 архангела, прекраснее всего. Ну, вот ангелы Малохим, да, значит, я взял фразу из известного пиюта, субботнего песнопения, значит, из песнопений такой вот, Малахи Эльон, высшие ангелы. Собственно, термин архангела, конкретно термин архангела, в общем-то, выдержа нет, хотя ангелология еврейская, каббалистическая, она крайне сложная. Вот именно потому, что она крайне сложная, там уровней огромное количество, в общем, специального термина архангела нету, есть огромное количество английских чинов. Ну вот Малахи Эльон, а чего делать, значит, с парусами, я взял просто французского происхождения синоним, пандатив. Значит, авпандативом на парусах. То есть вы знаете, что такое паруса? Это вот такие вот как бы части здания, которые как бы поддерживают купол. По-русски они называются паруса. Как они на идише называются? Собственно, терминология строительства заборов на идише, ну нету ее. Вот, поэтому, значит, берем международные синонимы, как французский, пандатив. С чем рифмуем, гетуптен, шолом, кивом. Да, то есть прекрасен храм, купающийся в мире, der Tempel Praktiker getaucht in шолом кивом. То есть погружен в направление, в энергию мира. Lange du Metodian, Scharter, Arum dem starken Kathedral Avicher. Sie kriegt mit jedem Rier und Rier. Und zärtlicher mir fehlt, mehr sicher, wann zieht dann Schmeichel noch zu dir. Du Schmeichel Malach, du Gefühl Gestalt, du Smäul deine Gemacht von 100 Meiler. Zerspürst du nicht das Scheuen, unser Eiler von vollen Sonnsäger, was griecht und fällt. Dem Tag Sahakel steht dort ganz und gleich gewogen in Anhomiker Mairoche, wie jeder schon wollt sein, ihr reif, was weißt du, Steinerne, von unser Sein? Und öfter war dein Poniam, Mole Broche, wenn скуп dein Tovel in der Nacht rein. Ну вот смотрите, то есть, значит, здесь я использую такие вещи, как майроха, то есть структура, моле броха, полное благословение. Гебраизмы, которые, в общем, на идише это звучат естественно, ничего подобного в немецком, конечно, нету, зато в немецком есть вот всякие разные сложные составные слова, которые употребляют и сцепляют очень интересно Рильке. Можно спросить? Да. А скажите, пожалуйста, вот тут эти общие в смысле тематики, или потому что... Тематика, и потому что по рифме, вот то, что вы читаете, я не знаю. Нет, дело не в рифме, значит, общая тема, то есть представление о соборах, значит, собор, как вообще какая-то соборная структура, это стихотворение, слово это камень, камень это слово, то есть вот как потому что рифма совершенно разная. Рифма совершенно разные размеры, если сравнить вот весь этот корпус из 10 стихов, размеры часто очень похожи. 11-12 слогов в каждой строке сходство есть, но не вот прямо такое горизонтальное. То есть горизонтально я сравниваю стихи, которые по содержанию пересекаются. То есть содержание, то, что собор – это символ вечности, и стихотворение – это тоже некая вечная структура, незыблемая структура, которая будет стоять до скончания веков. То есть стихотворение – это собор. Что интересно, тема эта пересекается с Каббалой некоторым образом. А с Каббалой она пересекается, потому что в книге Творения Сефер Йецира буква называется камнем, а слово называется домом. Утверждается, что, значит, три разные буквы строят 6 домов, это буквальная фраза из Сефер Йецира, значит, 3 разные буквы можно 6 разными способами переставить, получается, да, значит, факториал числа 3, 4 буквы,
это 24 дома, 5 букв это 120 домов, все возможные комбинации. То есть, в общем, в книге в Сефер Йецер есть определенный такой вот этот образ, то, что вся Вселенная сотворена буквами божественных речений, которые переплетаются, пересекаются, меняются фонетически в том числе и переставляются, и из этого выстраивается как бы вот архитектура мироздания. Извините, а дом приобретает какую-то священную категорию или просто дом из букв? Вот, то есть Дом в данном... Категория дома в данном случае, ну, конечно, не бытовая. Нет, не бытовая, то есть структура. Структура. Это имеется в виду структура, структурность. То есть буква это атом, и вот из этих камней, как атомов, как часть мироздания. как атомов текста выстраивается текст мироздания, в котором каждая структура, каждый элемент, обозначаемый каким-то словом или словосочетанием, это некий дом, структура. Спасибо. Структурность. Так значит, это не очень известное стихотворение Мандельштама, которое в сборник «Камень» не вошло, но в современное издание оно включается. Своеобразное, оно скорее напоминает более позднего Мандельштама, то есть с элементами такой зауми, короткое, краткое, где вырывается из плена потока шумное стекло, клубящееся стынет пена, как лебединое крыло. О, время завистью не мучай того, кто вовремя застыл, нас пеною воздвигнул случай и кружевом соединил. Вот, я вначале прочитаю перевод на идиш, который, в общем, я долго думал, как это вот так вот связать. «Вусройшт, durchströmen Gloss sich weisen, von der Gefängnis vergangen, verliefert wird der Schäum in Kreisen, gleich wie ein Fliegel von der Schwan. O Zeit, nicht peinig же mit Kine, dem, was bei Zeitens Gliver sagt, doch unser Zufall Schäumen diene, mit spitzen Web zu neu gemacht». Вот, проассоциировалось у меня оно со стихотворением «Лебедь» Рильке. Der Schwan. Schwere Tiere durch noch nicht gemachten gehen, wie zugebunden und geschmied, zu Aschwangang gleich, zu Aschwangang gleich, Koim Basachten. Und der Starben mit Benehmen wieder, wo wir stehen täglich in der Mitte, wie sein angstig losen sich nieder, in am Wasser, was ihm tut begrießen, und was glücklich tut sich weiter gießen, unter ihm zurück und rinnt, in a stiller, sicherer Besgorer, jeder Rege, Malchus dicker Chlorer, Sorgloser, sein derich gefällt. То есть вот плывет лебедь, поэт это лебедь, поэт сравнивается с лебедем, лебедь, значит, плывет, несмотря на течение, умирает в процессе, но все равно, в общем, движется вперед. Но вот этот образ, он как похож на, мне показался таким мандельштамовским. Вот, дальше. А тирха это что? Тирха – это трудность. Значит, смотрите, у него, у Ринка это мюзал, диза мюзал. То есть диза мюзал – это на идише есть слово ми, труд. То есть эти трудности, эти затруднения, пройти через не сделанное, durch noch untertanes, да, то есть пройти через то, что еще не сделано. Вот, у меня получилось schwere Tirche, durch noch nicht gemachten, через еще не сделанное идти. Лицо gebunden geschmiert, то есть как будто привязанные и прикованные, значит, у него там schweren und wie gebunden hinzugehen. Вот. Теперь, вот это, мне кажется, вот много общего с стихотворением «Оба посвященное детству». Я нахожу здесь просто вот очень много общего. Хотя, конечно, ностальгия по детству – это у многих поэтов любимая тема.
только детские книги читать. Я давно это перевел на идиш, еще лет чуть ли не 15 или больше назад. Кстати сказать, вот я принес вещь, для меня такую вот тоже ностальгическую, историческую, которая, как Афанасий Никитин, пересекла там моря и океаны. Моя первая сохранившаяся тетрадь со стихами на идиш и переводами на идиш, датированная, вот тут написано, значит, Товшин Нун Хэй, это 1995 год, ровно 30 лет назад. И тут есть переводы Мандельштама, вот Арум Мандельштама. Первые два моих перевода. То есть вот, оказывается, я сам для себя как-то обнаружил, что я уже 30 лет этим занимаюсь. Конечно, эти переводы я редактировал. В общем, тетрадь эта, она попала в Америку, там она была, и теперь вернулась обратно. То есть, ну, в общем, такая вот вещь, которая... Историческая реликвия. Историческая реликвия. Тетрадь судьбы. Тетрадь судьбы. Так, значит, четырехтомник Мандельштама мне на выпускном вечере в школе подарили. В 93 году, в 239 школе. То есть, знали, что я фанат Мандельштама, поэтому он у меня тоже сохранился. Чудом. Здорово, нам такие вещи не дарили. Чудом сохранился. Вы всем дарили вам? У нас всем дарили, да, но нам, значит, поскольку школа была физико-математическая, мне там, я еще был юным химиком, мне там тоже по химии, по физике, по высшей математике всякое надарили, плюс Мандельштам. Не работал. А? И до Ильиничного ты тогда не работал? Прям как сегодняшний вечер. Нет. Не слышали такого? Слышал, да, но он уже у нас, по крайней мере, у нас не работал. Основатель этого знаменитого клуба Там, значит, кто этим? Щепетков этим занимался, который умер, кстати, не так давно, и его, он, как выяснилось, был евреем, его... Я, кстати, по нему читал кадиш. Меня пригласили, потому что искали человека, который в состоянии нужные тексты прочитать на кладбище. Вот, кто еще этим занимался? Ну, там несколько человек занимались, да, туризм до сих пор, кстати, в этой школе присутствуют наши шаги, да, шаги. Да, в общем, поездки куда-то на север, там, в Хибино, это до сих пор практикуется. Ну ладно, значит, Kinderbücher zu Leinen Blois mit Kindermachschoves Zeftrogen, Aldus Größe zu wehen, zu jagen, von dem dem tiefen Arus. Von dem Leben geworden teut mit, gar nicht nehmen, von alles auf zu sagen, nur mein Ohren Land, Gold gekrogen, weil kein Zweite gesehen habe ich nicht. Auf ein Hilzerner, heute im Sod, obgewickt sich einmal zwischen Tannen, welche Bämer sich dunkel dermannen, in Tuman von Gedankenraport. Kinga Trilke, es wohl gut gewesen, mit der gewisser Moos das, was so verloren zu betrachten, doch jene lange kindische Vernachten nicht wollen kommen wieder, und verwas. Noch uns der Montensee kann sein erregen. Wir wissen aber mehr nicht sehr mein, das Leben geht nicht mehr als dagegen. Mit wieder sehen sich voll, mit weitergehen. Dann als gewinn, dann als sonst umgegangen ohne Spur. Nur was geschieht mit Sachen und mit Chayes, gelebt so, mir Menschen ohne Chayes, bis ran gelebt, a fullige Figur. Geworden elend, wie ein Pastor steht, übergeladen mit der Größe Weiten und wie von weit gerufen und geriert, Pamelach, wie ein Fodem, Abonenten, in jene Bilderkeiten sind geführt, wie ist mir stehen, wunderlich verdreht. Это идиш, конечно, это идиш. И в данном случае как раз... Видишь, похож на немецкий, как мы знаем. Когда Мандельштам, он как-то немножко... Я специально постарался, значит, чтобы все-таки Рильке звучал как Рильке, потому что на идише мы можем работать в квази-немецком режиме, то есть так ставить, что это идиш, но звучание приближается туда, и можно его как бы текст славянизировать, потому что идиш это гибридный, в общем, германо-славянский язык, где мы можем в разных режимах, вариативность гораздо больше,
я бы сказал, безусловно, больше, чем в немецком. Хотя Рильке был вообще фанатом России. Его, значит, он называл Россию, в общем, своей родиной, а также родную Богемию. Родился он в Праге. То есть вот эта вот связь со славянскими землями у него очень сильная. Славянский язык он любил. Значит, любовницы у него были славяноязычные. То есть, в общем, у него такой вот... А он знал, как он язык? Он учил русский, пытался даже стихи по-русски писать. Не очень удачно. Вот, я примеров не видел, но известно, что пытался. И, в общем, Есть переписка Цветаева. Нет, они очень интересны. я не читал их. Они интересные, да? Да, они очень, как сказать, даже сильные, но они там просто смешные ошибки в языке. Вот, это, кстати, надо было Хотел посмотреть. бы быть я мужиком с большим, широким, как степень. Мгм. Ну, то есть, в общем, вот интересно, надо будет смотреть. Интересно, надо будет читать. Вот, но там какой-то образ, там любое сердце, что-то. Ну, я посмотрю, нет, с Цветаевой есть большая переписка, есть целая книга, толстая книга, там страниц, по-моему, 400, переписка с Цветаевой, с Ахматовой. Нет, здесь Ахматов, Пастернак. А с Пастернаком тоже и с Ахматовой, они переписывают. Не переписывают? Нет, не переписывают. По-моему, не слышала. Нет, с Ахматовой не переписывался. Нет? Точно нет. Точно нет. С Ахматовой не знаю. С Ахматовой не переписывался, с Цветаевой и с С Пастернаком. Пастернаком. Вот мне почему-то кажется, что переписывают. Нет, Ну, нет. может быть, я ошибаюсь. Да. Ну, если найдете такое уникальное письмо, будет чудесно. С Цветаевой они регулярно переписывались. По-моему, они так и не встретились. Но у них была... Да. Переписка шла вот буквально целый том писем. Да. Целый том писем, действительно, причем там всякие-всякие темы обсуждаются. И... Вот. Надо будет проверить, что-то вот в голове у меня сидит, что с Ахматовой тоже. Нет, там было то, что он переписывался сначала с отцом Пастернаком, и потом как-то сказал, что он знает о поэзии Пастернака, и в общем, как было письмо Пастернака к нему, и Пастернак ему сказал, что он ему очень рекомендует вот, познакомиться и общаться с Цветаевой, потому что вот она в эмиграции, она там одиноко, нуждается в общении, и после этого началась вот эта интенсивная переписка с Цветаевой. Интересно, да. Вот, еще стихотворения, значит, которые мне кажутся похожими, то есть как поэт воспринимал себя, в общем, как человека одинокого по определению, потому что поэт в этом мире одинок. Известное стихотворение Мандельштама, которое тоже давно перевел, «Воздух пасмурный, влажный гулок», ну, относительно давно, лет 5 или 6 назад. Хмарный Luft klang ich nass fällt nieder, in einem Wald ist nicht schrecklich und gut, von Spazieren allein trug ich wieder, Kreuz erleichtern, geduldig beruht. Noch einmal zum gleichgültigen Heimland, flieht er Ruf wie ein Mäntel mein Klog, bin beteiligt im Leben wohlend, ist jeder im dunklen Tag. Schalt erschoss, Entelfliegel zu tragen, wird zum schlaflichen Ozera schwer, mit dem doppelten Sein abgeschlagen, Dulen Sosnes, die Stammen, Bix Rer. Groer Himmel, an Oblang Mischune, von Albel, die verneppelte Pein, los mir euch sein Tumanisch und Sumne, und lieben dich, ziehet rein. Вот тут я думал вообще, что делать, собственно говоря, с дурманина сосен стволы. У Мандельштама мы, конечно, понимаем. Выстрел стволы, да, то есть дерево, есть ствол дерева, но он здесь ассоциируется со стволом ружья. Вот, я сделал такую вот вещь, как мы видим, значит, срифмовал «Верт дем шлоприкан озера Швер», «Дулан соснес», да, сумасшедшие, с ума сходят сосны, «Дештамен», «Бикс Рэр». То есть стволы, как ствол ружья, штаммен Рэр, «Бикс Рэр». То есть я просто оба слова
запихал в этот перевод, чтобы было, в общем, вот эта вот двойственность понятна. Собственно, стихотворение о двойственности, да, двойной бытие. А у Рильке вот есть такой стихотворение «Der Dichter», простенько я бы сказал. «Der Dichter». Doch bist du schon von mir entlaufen, verwundet mich dein Flügelschlag allein. A was mein Maul soll hoffen? Was ist mein Nacht, was ist mein Tag? Ohne Geliebter, ohne Zweck, kein Haus und Ordnung im Leben. Mit was ich hab sich abgegeben, wird reich und gibt mich euch weg. Вообще говоря, если по размеру переводить, получается немножко иначе. Но мне это не нравится, как-то звучит на идиш плохо. Вот если мы сохраняем размер Рильке во втором Катрене, «Ich hab nicht kein Geliebte, nicht kein Zweck, kein Haus und Ort, nicht doch im Leben, als mit was hab sich abgegeben, wird reich und gibt mich euch weg». Можно и так перевести, но вот мне кажется, что как-то вот лучше получается, более жестко вот так. Он и Geliebter, он и Zweck, то есть он жалуется на судьбу. Вот, как короче, мне показалось более удачным переводом. Ну, вам. Этот второй вариант такой более мелодичный. Второй более мелодичный, но мне кажется, что, в общем, Рильке жалуется на судьбу, то есть не пытается быть мелодичным. Вот как вы думаете? Ну, есть еще. Может быть, Ксюша права, то есть. Ну, учитывая изменение его настроения, может быть, что-то вот и так, и так. Да, вот Валерий, как вы думаете, как лучше получилось? Более жестко или более мягко? Знаете, я со слуха просто не могу это оценить. Вот, интересное тут... Тем более, тут надо держать в руках Оригинал надо оригинал. смотреть. Да, Рильке, а кстати сказать, вот это подарок от поэтессы и германиста Маргариты Лебедевой. Вот, кстати сказать, как она говорит, это редкое издание Рильке, советское по-немецки, 81 год. На немецком. На немецком с предисловием по-русски в Москве, Москва, 81 год, послесловие интересное тут. Ну, просто на немецком не По бывает. немецком, Билингвом на бывает. немецком, не билингвом, на немецком, да. А какое издательство, кстати? Расскажу. Прогресс. Какой? Прогресс. А, прогресс. 81 год. Да, это распространенное издание у меня такое же. Есть, да? Смотрите. Ну, сегодня все-таки мало, наверное. Листайте тетрадь. Ладно, так, значит, смотрите. Танагра, вот есть стихотворение Рильке. Танагра — это, значит, городок в Греции, где было обнаружено много таких своеобразных фигурок древних, глиняных, керамических. Посвящено оно не посещению этого места, а музею или какой-то частной коллекции, я не знаю где Рильке их рассматривал, но где-то в Париже, скорее всего, или в Риме. Почему-то оно, я даже не знаю, почему оно у меня проассоциировалось со стихотворением Мандельштама «Скудная луч холодной меры». И, наверное, потому что вот в обоих случаях, в общем, речь идет о том, что мы в этом мире что-то переставляем, какие-то фигурки переставляем, строим вот это вот здание стихов, мы пытаемся строить, но в итоге остаемся, в общем, в каком-то тумане. Вот, «Скудный луч холодной меры», «Wald auf Eichter kalte Heulichen, Strahle karger, seht sein Wog, Träume meinen dem Vogel gräulichen, in am Karzmann trog. Was zu tun mit dem Geraneten, schweigt der Himmelsteuter Trop, von dem Turm vertumaneten, alle Gleicher Motorop. In a Pustkeit, an dem Kleidiker, steht der Heich verjosset stumm, wie ein Turm weißer Lediger, wie Tuman und stiller Rum. Stockt mit Zartlichkeit ein Sophiker, halb Avor, halb Hollenbank, nicht gespielt, an Apple Schlaffiker, a Gedanken überquank. Tanagre, Rильке. A Stiegele brenn a Dome, wie von der Sund chemisch verbrennt, wie es wollt a Rier ne Schome,
von meitersche Hand sich Blutzen geton, aufstellen. Und ziehen sich wo und wählen, zu der Taten kein Sach, nur sich allein und zu spüren, ihre Gefühle rieren, wie zum Kind a Hand macht. Wir heben auf, wir drehen, Figuren und die anand, Kemat wir schon verstehen, vor was sie nicht vergehen, missugel der Verstand, nur sein bewundert mehrer, von over mit dem Blick und Schmeicheln, ein bisschen klarer, kann sein, wir zurück. Вот здесь было сложно с рифмами, но как раз вот эти три, ну, получается, что вот эти три совпали. Дрейн, Ферштейн, Фергейн, да. Дрейн, значит, с инфинитивами, кстати, бы не получилось, но с личными формами глагола мир Дрейн, мир Ферштейн, мир Фергейн. Нит Фергейн. Фигура Нит Фергейн. Вот тут как бы тут вот получилось. Но, кстати, в переводе с английского найдешь, такое случается довольно часто. Когнаты какие-то, которые в английском сохраняются, найдешь. Так что в немецком оно, как мне кажется, с такой же вероятностью случается. То есть я еще раз повторяю, что, в общем, с нуля все нужно переводить. Если какие-то рифмы остаются, ну, потому что так получилось. Это довольно редко получается. То есть, например, вот вар, яр, да? Вам на идише нету, было бы гивен, йор. Никак не вернулся. Вот, так что вот еще одно стихотворение. Сегодня дурной день. Мы знаем, это, конечно, стихотворение Мандельштама, которое мне было переводить трудно. Еще надо будет, мне кажется, редактировать, потому что вот жесткость мандельштамовская в данном стихотворении, она такая вот уникальная. Сегодня дурной день. Heim schlecht es der Tod do, der heischere Horst schweigt, wie Quorum rein gro, a Schotten gefällt steigt, a Pfeilen geblitz Glock, mit Holm sich Beis zieht, mit Kreuen vor euch Glock von Reges Dekret flieht, zurückge dem Sach Rand, zerschmetter dem Erd Ring, o Himmel von Drang, Brand, mit kupfernem Bund kling, o Umro, was uns trockt, und wickel sich teub, grot, der Geuler Verlust schlug zu uns in einem Tiersod. Ну, потом можете сказать, что вы думаете. В общем, тут как раз, я бы сказал, вот такая жесткость в переводе на идиш, она скорее получилась в итоге похожа на Рильке. Такое слово. Вот, а Рильке написал стихотворение в чуждом парке, Боргебегард, это где-то в Швеции он был. То есть ему этот парк шведский показался чуждым местом, где можно заблудиться. В общем, ему там не понравилось. То есть, как, собственно, и Мандельштама, да, вот сумрачных скал сей. Образ очень похожий. И на Фремден парк, Боргебегард, Zweiwegen от Unergets nicht. Also, zumal, wenn bis verführt, dich einer, gehst weiter, wie verblonget, wo zerspreit, ist Plutzen jener Blumenbeet. Allein ein Stein liegt zwischen Steiner und wieder lehnst du der Ruf, frei, freu, Britta Sophie, und wieder tappst die Jorn. Rufst, obzutreffen, der zerstörte Zoll, verwosche, noch verbleibt sie in Sekund. Verhalt dich etwas, wie zum ersten Mal, was warst du noch in jenem Ulmenplatz, wo nass und dunkel wisst und umgetrotten? Was zieht ein dich, welcher Gegensatz zu suchen, was in Beiden? Sohn und Schotten, als soll das Nomen von Reusenkust? Was stellt dich auf? Was tut dein Euer Herr, verwurst und so? Wie in verloren wären, sein flatterlich beim Heuchen Флокс дутуст. То есть тут интересно было, вот смотрите, флоксы, да, вот я думал, но как мы переводим флоксы на идиш, ну, естественно, флоксы, а как еще? С названиями цветов, с названиями растений, в общем, с названием птиц иногда на идише бывают проблемы, потому что, в общем, такой вот развитой стандартной терминологии, где мы можем открыть. Название латинское, да.
То есть в данном случае, конечно, плохо. То есть что, ничего, в общем, менять нам не нужно. То есть, например, если бы речь шла о лисичках, лисички называли идыша швемлах, называли, как я расспрашивал людей, лисичкес. А в советских словарях лисичка бехеров. Прекрасное слово, то есть бокальчик. Но традиционное оно... Это имеется в виду гриб? Гриб. Или было придумано советскими лексикографами, я не знаю. Но прекрасное слово бехеров. То есть, тем не менее, в общем, если у нас какое-то более народное, мы что-то хотим себе представить более фольклорное нечто, более лисичка, то тогда я бы написал лисичкис. Да, потому что, чтобы не было вот этих советских неологизмов. То есть, в общем, смотрите, здесь у нас гегензац, вот это вот противоречие, оно гегензац, да, на идыше гегензац, вот оно сохранилось, но рифмуется оно плац, вот плац, да, улмен плац, вязовые, значит, площадь вязов, улмен. Улмен, вряд ли бы, наверное, в местечке кто-то сообразил вообще, что такое улмен, но в советском красном словаре вяз действительно улмен, так что я оставил. Слово такое, в общем, прецедент есть. Вяз на идыше улмен, так что улмен плац, немецкое, но у нас благополучно сохраняется в данном случае. Тут интересно, значит, сравнивает Мандельштам, веселое стихотворение Мандельштама о Питере, «Белые ночи», а у Рильке Венеция. Венеция становится куртизанкой. Что тут общего? В общем, Мандельштама все более как скромненько, но начало, тем не менее, дев полуночных отвага и безумных звезд разбег. То есть белые ночи у него ассоциируются с девами полуночными, которые где-то шатаются ночью по Питеру. То есть, в общем, задается тон не совсем трезвой прогулки по ночному Питеру, вот, который потом все-таки бред, вот этот вот гораздо глубже бреда воспаленной головы, звезды, трезвая беседа, ветер западной Снегу. То есть все-таки начинается путешествие с впечатлениями от дев полуночных, отвага, которые отважно там, значит, ищут приключений в белые ночи, окончается трезвой беседой. Вот, у Рильке, как мы увидим, все гораздо интереснее оказывается, но почитаем перевод. Это вот на прошлой неделе я это другое перевел. Halbe Nacht gewachte Mädler, dulle Sterns Läuf und Macht, a brодяге, soll mit Redler kommen betteln auf Nacht. Wer sie mischen kon mein Rie mit dem Wein. И sagt das nicht. Wenn der Wor ist Pöters, Brie, Cooper, Reiter und Granit. Von der Festung her Signalen, ich bemerk, als warmswert, dem Harmats mestom knallen in de Kellers zerbergen. Tiefer Gorf und Schicker wären, in am Kopf zerhitzen Rind, Reit anichtere, de Stern, von der Neve, Майеров mit. Вот тут интересно, что, значит, в моих собственных стихах я пишу Нева. Нева, ну, как по-русски, значит, Нева. У меня есть несколько стихов. Да, здесь переводы, например, Карася Олейникова, стихотворение Карась, там Нева. Ува, Нева у меня, значит, Ува, междометие, Нева. Но, тем не менее, например, у Анюты Пятигорской Неве, если я не ошибаюсь, по-моему, Неве, у Дернистера в очерках о Ленинграде Неве, поэтому здесь у меня тоже в переводе Неве. И что интересно было в работе над этим текстом, ну, в общем, перевод, конечно, такой вот прославление нашего с вами города, Петра создания, всадник и гранит, на идыше, ну вот получилось. Хотя тема такая вот своеобразная, в общем, она, казалось бы, в общем, нетипичная для еврейского языка, но почему бы и нет, собственно говоря. У нас была уже лекция, посвященная стихам о Питере на идыше, довольно много. А у куртизанка, у Рильки, она такая вот фатальная, оказывается. Дама,
которая, собственно говоря, персонификация самой Венеции. И куртизанки. Венеция зун, wat brengen mir dans haar, behor, door stikkel gold, beluikend scheen. Wie brieken ihre, is mijn bremen heen, der Zotelhemmische. Alleen zal zijn, zij steigen klanglos, die gevaar van mijn ogen, wo stilhalten, auf verkehr met de kanalen, und der Jam als Meer in See sich beit. Aruf, und wer amolt gesehen mich mit meinem Hund zusammen, ist im Mekane, ist doch aber weiser, von mein Hand rief, in Hitz nicht abgebrüht, was unbewundlich zart, baziert sich zieht, und äußert inglich von der alten Heiser, mein Lippenfeuer harget wer сам. То есть здесь он, значит, Рильке, он как говорит, und Knaben, Hoffnungen aus altem Hause, то есть и мальчики, надежды старых домов. Старые дома имеется в виду, это значит дворянские старые семьи, которых вот эта куртизанка, этих мальчиков, она совращает и разрушает. То есть вот такая вот Венеция, которая здесь превращается в куртизанку. То есть город это куртизанка, город, который вот вторгается в эту древность дворянских родов и вот ее как бы изнутри. Разрушает своими губами, убивает как яд. То есть, опять же, на тему дворянства, ну как-то не развита тема на идише по понятным причинам. Ну вот я придумал такую фразу, ойцер Инглах, да, ойцер Инглах, это нормально. Фунгор Алтехайзер. Что это за очень старые дома? Ну тут, наверное, стоило бы написать пояснение, что имеется в виду дома, дворянские дома. То есть на идише это, в общем, не очевидно. Потому что... Может, не дома, а какие-нибудь семьи должны быть на идише? Но были бы как бы семьи тогда мы напишем Мишпохов, мы представим себе какие-то местечковые еврейские семьи, правильно? Они Фамилии же тоже есть. Не князей там каких-то, фамилиес. Я думал, что тут сделать действительно с этим. Ну, вот пока я так сделал, то есть все-таки гора Алтехайзер, старые дома. Потому что я посмотрел переводы русской литературы на идиш, в общем, ну, встречается там дом в таком смысле, то есть дом там, как бы, дом как... А это Мишпух, это Мусхат. Наш Мишпуха. Да, но мы бы стали писать, например, там Мишпоха, Не знаю. Мишпоха фон, там какая-нибудь, ну, не знаю. Мишпоха, там, какого-нибудь там, графа Дю какого-нибудь, не знаю. В общем, под вопросом. Графская мешпуха. Графская мешпуха, ну мне не нравится. Мне это не нравится. Я считаю, что как-то это нехорошо. В советских переводах, небось, так и было. В советских, может быть, так и было, но мне это кажется смешным и неадекватным. То есть, да, наверное, так в советских и было. Все-таки фамилия более нейтральна в данном случае, но опять же фамилия. Ну, в общем, да, это под вопросом. Я тоже думал, вот как перевести, но пока я ставлю хайс. Ну, вот прекрасное стихотворение Мандельштама, с которым ну, просто прекрасно ассоциируется стихотворение Рильке. Значит, Мандельштама тема вечности, не вечности Рима, вечный Рим, в который вторгается, в общем, вечность это разрушается со временем. И, в общем, тема как бы того, как время крутится, да, крутится. Ну, я и по-русски его прочитаю, оно действительно прекрасно, стоит того, чтобы его перечитать. С веселым ржанием пасутся табуны, и римская ржавчина окрасилась долина, сухое золото классической весны уносит времени прозрачная стремнина. Топча по осени дубовые листы, что густо стелются пустынной тропинкой, я вспомню Цезаря, прекрасные черты, сей профиль женственный с коварной горбинкой. Здесь, с Капитолии форма вдали, средь увядания спокойного природы, я слышу Августа и на краю земли державным яблоком катящиеся годы. Да будет в старости печаль моя светла. Я в Риме родился, и он ко мне вернулся. Мне осень добрая волчицей была,
И месяц Цезаря мне август улыбнулся. Ну, тут вот сразу как бы на идыше возникает державное яблоко, как перевести на державное яблоко. Цезарь, Капитолий. То есть, в общем, оцените, получилось у меня или нет. Табунен пашензах метлустек хиршен раш. Дартол бафарт шоин mit Reumer Javer Gelen von früheren klassischen Getricken Gold wie Asch, erwecken Zeitenstrom durchsichtigen und schnell. Im Herbst zertopfen die Blätter hinter sich, was dem Walgeren auf jedem Mitbescherbel sehe ich von Cäsar, dem schönen Ponnenstrich, dem Profil weiblichen mit einem suchen Herbel. Vom Kapitolweg und von dem Forum weit, in ruhig Welken, in natürlich gehen verloren, der Herr Augustin und bei der Eckwelt seid zum Kaisers Apple gleich, der Kaitlande Jahren. Ich soll in älter Zeit mein treuer Lichtig sein und in Räums Geborener zurück zu mir sein Heichel. A gute Weltliche, der Herbst ist mir gewähnt, wo Cäsars August noch gegeben mir a Schmeichel. Что скажете? Вот Ксюша так смотрит. Не, ну так-то трудно на слух понять, как-то в целом. Звучит красиво. Звучит, да, то есть вот смотрите, что я сделал. Царское яблоко получается. Сум Кейсерс Apple, значит, яблоко кесаря. Да. А что еще делать? Ну вот нету термина державное яблоко. Вывешено, вот нет. Приходится придумывать неологизм. Примечание. Деваться некуда, да, тут требуется замечание. Rilke römische Sarkophagen. Was kann der Stern unser Gläub verlangt, uns, ausgespreit und wie es euch gestellt, als leben wir nicht bloß vor Hass und Drang, vor ein Verzweifel unser in der Welt. Wo so damals gehielt der Sarkophag, baziert mit Gläser, Lentes, Ringen, Slomem, in Gang von sich aufessenliche Jomim, Безкумт помелах зер Исрухак. Бештума Майлер, Туин, зей Фарцукен, восреден гордет, Веменс Моя Клер, Азервет зей Амол Метрей, Бадин. Dan is van die oeroude aqueduken, das Wasser ewige zu sehen, Gott sich gekehrt, но spiegelt sich in See und halt in Rinnen. То есть здесь, смотрите, вообще очень хитрая, на самом деле, рифмовка, которую нужно вот так несколько раз перечитывать, чтобы вообще ее ухватить. Тут, что интересно, тут вот акведуки, тут, значит, смотрите, Геттер Билдерен, да, вот в оригинале, Геттер Билдерен, то есть это образы богов. Естественно, я перевел сломы, то есть идолы, ну, буквально изваяние. И я вставил саркофаг, значит, с несколько рискованной рифмой Ислухак. Ислухак – это день после праздника в еврейском календаре. День после праздника, то есть после праздничье. Но мне кажется, что, в общем, это удачно. То есть, вот как бы был праздник Рима древнего, да, где там ленты, красота. И вот все это как бы лежит в саркофаге. Наступает уже после праздничная эпоха, где мы смотрим на этот саркофаг. Пытаемся себя представить вот эту вот торжественную древность, но видим, в общем, только ее остатки. То есть, мне кажется, что Ислухак – это нормально, саркофаг Ислухак. Хотя, конечно, получается, что мы в римскую тему Рима впихиваем как бы еврейскую. Но это нормально. Но априори, если переводишь на идиш, что-то приходит что-то еврейское. приходит, конечно, А в оригинале как было? Деваться некуда. А в оригинале, значит, смотрите, в оригинале... Так, это второе. Саркофаг, да. Но я тут забыл пробел еще вставить там. Тут, значит, wie einst in dem verzierten Sarkophag bei Ringen, Götterbildern, Gläsern, Bändern in langsam sich verzehrenden Gewändern ein langsam aufgelöstes lag. То есть медленно
все это легло. Медленно все это, в общем, легло. Вот там вот в саркофаге, который поглощается как бы временем, и сам себя он сам себя съедает временем. Значит, здесь, обратите внимание, не ямем, а йомем. Это дни, такой гебраизм. Я здесь специально вставил много гебраизмов, чтобы показать вот эту стилистику древности. Потому что мы говорим о древнем время, но, естественно, на идише что мы делаем? Мы вставляем гебраизмы. То есть, конечно, римская тема превращается в еврейскую, квазиеврейскую, ну, в общем, а как еще? Можно арамейские слова вставить. Тоже, кстати, хороший метод передачи древности. Вот, собственно говоря, ну вот, интересная получилась такая подборочка, целый корпус, в общем, стихов. Я, насколько я знаю, впервые, но даже там я давно уже перевожу, то есть у меня там так, сборниками половина где-то переведена уже, если не больше. А Рильке, по-моему, вот я нигде не нашел, хотя меня уверяли, ну, должны быть, наверное, переводы на идиш. Ну, наверняка кто-то делал. Вот я не нашел. Я пытался найти, я спрашивал специалистов, вроде нету. Если вы не нашли, значит точно нету. Ну, кто его знает, на самом деле очень много чего переводилось, но с немецкого мало. Мало, действительно мало. А почему? Потому что, возможно, действительно есть такой стереотип, языки-то похожи, значит, а зачем переводить? У меня есть такое подозрение. То есть вот Гёте, я, например, Гёте переводил в жизни только один маленький кусочек. Почему? Потому что я переводил Лермонтова на идиш, стихотворение Лермонтова, которое, значит, по мотивам Гёте, и тогда мне пришло в голову посмотреть, как там у Гёте, и заодно я перевел Гёте. Но, в принципе... Да, совершенно верно. А Гейна, которого Лермонтов тоже... Гейна что-то на идише есть. Гейна я видел на идише, значит, переводил его, по-моему, даже Арен Вергелес. Гейна, да, я видел, но есть переводы, как что интересно, опосредованные Гейна с русского на идиш. С Лермонтовым, что ли? Я не знаю откуда, я не проверял эту тему, но я сталкивался с таким, что казалось бы, ну вот можно прочитать Гейна по-немецки, да, и прямо перевести, тем не менее, то, что я встречал, это опосредованный перевод. То есть, в общем, с Целана я не видел ни одного перевода, кстати, вот следует этим тоже заняться. Навалиса, у меня есть стихотворение, посвященное Навалису, но, собственно говоря, Навалиса на идише. У меня в планах он есть, но пока никто этим не занимался. То есть, ну вот как-то мало, даже с английского на идиш больше переведено. Так что, в общем, вот тема интересная, и как мы видим на практике, это совершенно не соответствует истине, такой стереотип, что, ну, языки похожи, там пару слов поменяли, и все, не получается. То есть, переводить надо с нуля. И в плане стилистики, и в плане, ну и просто не получается технически перевести страницы рифма. Из-за артиклей, из-за того, из-за всего, из-за того, что точная рифма, даже если когнат на идише он похожий, но там вот вместо краткой гласной дифтонг на идише вдруг оказывается, то есть рифма распадается, становится неточной. Вот, если мы хотим точные рифмы, а у Рильке они предельно жестко точные, как правило, перевести тоже точными, но приходится, в общем, мучиться и все переделать. Ну и напоследок я просто раз немножко развлеку. У меня есть стихи, посвященные и Мандельштаму, и не совсем посвященные Рильке, но там упоминаются. Дем поэт — это был маленький такой цикл стихов, написанный в 2002 году, это мои еще ранние стихи. Написан он в Америке, а посвящен Питеру. Жил я тогда в Квинсе. Значит, там море, Атлантический океан был, то есть, в общем... В Нью-Йорке? В Нью-Йорке. Но я жил тогда в Квинсе, буквально там в 2 шагах от Атлантического океана можно было пройти, там 3 блока, то есть вот, несколько, 3 улицы, значит, и там пляж, Атлантический океан, ну вот было, а потом, то есть, как бы, да, вот море, но отличается, конечно, от Питера, от Финского залива
Знаете, да и нет, потому что вот для меня было открытием прошлое, не так давно на Канонерке, где я не был с каких-то там, чуть ли не начала 80-х годов, я там не был на Канонерке. Поехали, значит, на Канонерку, и для меня просто вот такое дежавю, это 1 к 1 Статен-Айленд, это Америка. Вот кто хочет увидеть Америку, уезжайте на Канонерку. А где это? В которой ее части. Остров. Канонерский остров. Вот там, где, значит, песчаные вот эти вот какие-то кусты торчат из песка, вот этот странный пляж, холмики какие-то такие вот. 1 к 1 Статен-Айленд. Это где, в Васильевске? Статен-Айленд — это район Нью-Йорка, который... Нет, я говорю про Канонерку. Канонерка — это, значит, надо ехать на автобусе с 67-й, по-моему, автобус. Это островок. В конце, там, где кончается водный канал, вот туда дальше, там такой островок. Значит, там буквально ничего нету. Ничего нету. Рядом с Бутуевским. Так это что, где в районе обводного канала? Это в районе обводного канала. Там, Литонарская, там как-то. да, там буквально, Напротив порта. 2 или 3 жилых дома, один какой-то маленький магазинчик, один какая-то школа там. В мое время школы там не было, значит, вот в 280-я районная школа в Ленинском районе, куда я ходил. То есть туда ходили тоже дети с Канонерки, потому что там инфраструктура была вообще ноль. Сегодня что-то там есть, какие-то вот элементы цивилизации, но, в общем, если Так уйти... это остров, он... Остров, туда можно проехать только на автобусе или на машине через туннель. Никак иначе. Нет, я говорю, это остров где? В заливе или... В заливе. В заливе, То есть там, Канонерский где обводный остров. канал, там уже, да, тебя плохо. Ну, в общем, я прочитаю стихотворение, первую часть «Дем поэт». Поэту посвященное, значит, «Der schmoller Leningrad ist nass, mit Geller hastet in the Diras, die Heim von Bidneket und Liras, a Reusen Welt, a Reusen Gas, los geben mir die Mideru, a Zappel Kelt, a Schwal Machschoves, gespannt von frostige Podkoves, auf Schnee stoven Morgen gro, granitner Glimmer von Amol, der Trunkener und Klangig, und die Neva, was zit, was bangig, der Trog, der Stolz von Kilton Kohl. Gelon Drimmel der Palaz, Lembrek, beginnt a zarter Topel, mit golden Sternen Petropel flieht ausgerissen von seinem Platz. Da ins Schiffel goldener Petropel schwimmt ausgezogen von dem Stamm, wenn's klingt mit Wasser von der Stamm, der schlief von friem Regentropel. Ну вот я сейчас это читаю, и я считаю, что это такое наивное стихотворение, и понятно, что это подражание не что иное, как подражание Мандельштама. Попытка, собственно говоря, ему подражать. У меня тут тупо рифмуется штамм Мандельштам. Видите, Швимп, Мандельштам, образ Петрополя, который вот летит как бы оторванный в пространстве. Ну, в общем, конечно. Я помню, я прочитал эти стихи в Нью-Йорке в 2003 году. Да, кстати, да, вот тогда я жил я в Квинсе, приезжал Вячеслав Некрасов ко мне в гости. Это Вы было тоже очень похоже. там виделись такие? Ага, да, конечно, да. А, значит, я вас водил, мы куда-то в метро ездили, я уже не помню куда. Вы, по-моему, куда-то, то ли в Барапарке, то ли где-то мы были с Игорем Туровым. Вы меня водили. Да, значит, и вот мы бродили, ехали. Метро как-то вас, по-моему, перепугало немножко. Нет, меня не перепугало, я все время в метро. Нет, не Нью-Йоркское, но такое. Так я в Нью-Йорке постоянно из конца города метро. Так что вот было такое... Да, Скажите, пожалуйста, вот это стихотворение, оно рождалось, вы так сказали, там, подражанием Мандельштама, немножко как-то его, так сказать, подражание чуть-чуть Мандельштама. заземлили. Я просто о другом. Я немножко вот к вашей творческой лаборатории. Оно у вас рождалось как бы на идиш внутри? Или было какое-то параллельное На идише внутри ничего параллельного, потому что, в общем, вот до этого я жил в Виленсбурге. Общался я либо по-английски, либо на идише. В то время у меня, в общем, с публикой из Брайтон-Бича я тогда не дружил. У меня там, в общем, у меня и после этого друзей там не было. Я как-то жил вот в отрыве от этого русского Бруклина.
Так что... То есть как оно вам выстрадалось? Просто вот хочется вот На прикоснуться. идыше. Я, конечно, А скажите, вспоминаем Мандельштама по-русски, но вот это рождалось на а идыше. вы думаете на том языке, на котором говорите? Я В данный думаю, момент? если по правде, на смесь английского, русского и идыша. То есть я себя ловлю, что так, то так, то так, то так. Вот эти три языка у меня. То так, то так, то так. Очень часто Смотря английский. на- В акте, вот в этом творческом акте, да, у вас Нет, идет вообще, такая- вообще я А автоматически есть- очень а часто есть думаю по-английски. математические проблемы. Очень часто по-английски. Математические по-английски. Очень часто по-английски, потому что привык, потому что я, в общем, большую часть своей сознательной жизни в жизни говорю дома по-английски. Вот так получилось до сих пор. А с кем вы говорите? Жена. Она у вас американка? Она у меня француженка, но, в общем, познакомились мы в Канаде. Французский я знаю плохо, поэтому говорим мы по-английски. А она еще на каком-нибудь говорит языке? По-французски, на испанском. А на иврите? Ну, она читать может, но говорит не говорит. По крайней мере, но мы привыкли по-английски, мне удобно говорить по-английски. Иврит я знаю, в общем, на разговорном уровне я беседу поддержать могу, но не настолько. Идиш, так что вот у меня, если я говорю с людьми на идише, там с соседями, то потом я думаю тоже на идише автоматически. Вот. Говорю по-английски, у меня в голове английский, который и так. Сны вот спрашивают на каких языках. Я вижу на смеси. Вот буквально прошлой ночью я видел некий сон про хасидов, там все было на идише. А вы часто Снится Нью-Йорк, там, конечно, английский. Так что... А вам часто снятся сны? Мне постоянно снятся. Очень странные и страшные. Очень странные и страшные. Значит, короче говоря, вот я еще одно стихотворение вам прочитаю, 2016 года, где я уже стал более серьезным. Стихотворение называется «О русалке». «Gekauft ob ich woble, die beste mit Ziele, gedenken, was weiter, hopp ich nicht bis hier». А фрагмент von anonymer Xavier. Ich mit Wena, du von Wann, a Sekund, dem Ruhig zerteilig, seinen mir zwei Kapitanen in einem Salz von Yamamelach. Nimm die Woble und nicht deine. Heim, bin ich scheiner Koine, nicht a Säune, bis vor meine. Lange singe je a Doine. Samden, Pyramiden, der Chirep geräuschten Sturm, in a Zeit a Saia zu Iden, die Geule kommt in Holen. Beigen, sagt der Beimer, oben hebt an zu Scharien, stellig ufert sich alleiner. Wo je bist, mein nicht passieren? Ich, onwener, du, bis wann, Fliege geben wir ruhig. Dweista schlafen zwischen Kranen, nicht gestanden, mein Luch. Zweckt sich auf der Port, Fremode, wird man mich doch haben, sicher. Itzter muss sich schon sorgen, zu retieren sich was gicher. Großer Päckl, du nicht Gute, und a Flaschko stoik verriesen. Und dein Nummer sterbe Blute, ob zu merken, was bewiesen. A Rusalke bist du Nage, hab mit der gelernt Rilke. Elend auf der Plage, bleiben Liskes mit der Spielke. Вот такая эволюция, видите? Видите, вот видите? Хулиганские. Пляжный взгляд, А. да? Пляж. Значит, есть русский автоперевод. А потом там еще вроде какая-то стерва была. Стерва была. Значит, русалка. Зарифма Зойны Дойны, да. Русалка, значит, вот мой автоперевод. Я воблу купил в обрамлении галита. А дальше что было? Увы, позабыто. Фрагменты из анонимного манускрипта. С кем я это? Ты откуда? Погоди, возьми и корки. Капитаны мы, о чудо, в средиземной точке сборки. Вот те вобла, с ней не жарко. Закупился я что надо, неизвестная товарка. Пой же дойночку наяда. Пирамида и пустыни, камыши шумели, буря. Для евреев это ныне мессианский сон в натуре. Гнулись ивы, тополь гнулся, просыпается промзона. Вот и я один проснулся. Где ж ты, дочерь, Несиуна? Где же это, ты, приблуда? Унеслась, как к черту вила. Между кранов спать не худо, но и в планы не входило. Утро, порт, летают птицы, скоро явится охрана. Поскорее нужно смыться, это вам не икебана. Ты травы пакет, собака, умыкнула вместе с водкой. Стерла номер свой, однако, оказалось дело кроткой. Эх, русалочка ты нажа, я читал с тобой Рильке. В одиночестве на пляже чешуя лежит до шпильки.
Это я следушу, да. Это Так сколько что- лет было собаке? Это 2016 год, то есть действительно, 2000 назад. Ну, так. действительно была история с Томиком Рильке, которую я вам тут рассказывать не буду, так что, в общем, она основана на некоторых реальных событиях. Очень на канонерку как раз похоже. Мне На кажется, канонерку пейзаж прям- похоже, это на канонерку абсолютно похоже статана. Ага. Вот он и такой. То есть там А, это охраны правда? стоят, какой-то Да-да-да-да-да. порт, какой-то непонятно что, действительно, там охрана какая-то ходит. Тростник валяется. А Квинс это Снег большой валяется. район? А? Квинс большой район? Очень большой. Потому что я говорю, что я там проживала Очень ночь. большой. Я в Лос-Анджелес летела. Я вообще один раз была в Америке. Но я там не заметила океана. Видимо, далеко мы гуляли. Океан там он везде, то есть, например, вот знаменитый Брайтон, это Я такой, не это была пляжный, на это Брайтоне, пляжный я была. район. Ну, я думаю, полезу чуть-чуть в этот район. Ну, давайте вопросы какие-нибудь есть. А что русалка, а не Бадьям? Да, и мне кажется, это тоже не так. А потому что русалки, вообще говоря, есть у белорусских и литовских евреев, собственно, фольклор про русалок, и называются они русалки. 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 Да, Здорово. То есть, и такая связь тоже. русалки, русалки. А текста можно? Потом пришли, я еще Да, вот исправлю. вопрос. Сейчас А исправлю. будет ли эта подборка как-то у вас опубликована, вот, например, в Биробиджан, литературном художественном- Штерн, я думаю. В Штерне, да? А в альманахе Биробиджан нет? Вот в этом чудном. Вы там довольно часто публикуете стихи. Можно и в альманахе. Такая поэтическая тетрадь. как бы, да? Можно и в альманахе. Да, посмотрим. Собственно говоря, можно будет и там, и там. С удовольствием приобретем. Они имеют интернет-издание? Альманах Биробиджан имеет, да, он в интернете выставляется через какое-то время после публикации. А Там что есть это? на сайте, на сайте наследие А Штерн это что, газета? Биробиджана, Штерн, это газета, одна из, в общем, немногих, которая в онлайне перешла, печатается на классическом еще советском станке, к которому прицепили в какой-то момент уже компьютерное Это оборудование. здесь, в Петербурге? Биробиджан. Нет, Биробиджан. Это, значит, единственная на сегодня старейшая светская газета, и где каждую неделю есть полосы на идише. Вот так получилось. Потому Или что 90, наверное. Да? газета «Форвардс», ей, значит, Штерн. мы отмечали 90. Альманах или Мы журнал? отмечали 90 в 30-м году. Да. Она открыла, что интересно, до создания области, потому что Даже. область еще планировалась, была, значит, с советским правительством декларирована в 1934 году, собственно, было 90-летие в прошлом году, а газета с 30-го года выходит, с октября 30-го года. Спасибо. Я думаю, так это же область была еще до войны, значит? Да, в 34-м, Ну, я конечно. не исследовала. Это просто, я знаю, что Сталин туда хотел уже после войны переселять. Нет, это байка. Значит, Сталин никого туда переселять насильно не собирался, нету никаких тому доказательств. То есть евреи сами туда ехали строить этот город. Вот эти вот слухи, что туда собирались после войны насильно ссылать евреев, никак ничем не подтверждаются. То есть это просто байка. Ну, насколько я знаю, по крайней мере. Ну, так, думаете? Ну, такая байка ходит, потому что Сталин много всякого натворил ужасного, но вот такого вот нет никаких свидетельств и доказательств, что такой план был. Хотя, конечно, пытались мотивировать, чтобы туда люди ехали, и в какой-то момент процент евреев там был большой, где-то там, больше четверти. Если бы собралось 100 тысяч, то тогда она стала бы союзной республикой. План был такой, но не получилось. А вот еще сегодня вас тут вспоминали, вы с одной из сотрудниц Да. отдела рукописи РМБ, что вы участвовали в конференции. Так, а кто белорусской. это? А кто это? Это кто? Константина Свеченская. Да, ну один раз с ней. Да, я участвовал. Она прямо от вас вообще без ума. Я ее приглашала, она говорит, ну что я пойду, я еду. Я очень рад, это было. Да, и вот я хотела Да, спасибо, спросить, спасибо. что вы там с белорусского, да, переводили? Нет, я переводил с идиша,
Это стихи, посвященные Беларуси. Стихи Мойши Кульбака, посвященные Беларуси. Я перевел на русский и там их читал. И рассказывал вообще про то, как Мойша Кульбак, про то, как, значит, его белорусская такая вот почвенничество, даже с мотива славянские языческие мотивы, у него перемешано с мистикой, с кабалой, значит, с мессианским движением Шапса и Цви, даже Цви, с сектой Якова Франка, то есть вот это вот все у него происходит на территории Беларуси, то есть тут и еврейское мессианство, тут и волки, тут и аиста, то есть все как положено, тут и русалки, кстати, вот один из его образов, это слияние, соитие реки Неман и реки, значит, Виле, значит, Неман это литовский персонифицированный литовец, а Виля это белорусская русалка. И они вот соединяются, значит. Вот этот отрывок, кстати, я там и прочитал. А через Беларусь разве не проходит? Там они соединяются. Да. Это часть поэмы Райсен, Белоруссия, собственно говоря, Беларусь, которая представляет собой цикл стихов. Это не совсем такая вот как бы поэма связанная. Каждое стихотворение можно по отдельности читать, но это, в общем, эпическое, это авторский эпос, написанный на идише, посвященный целиком и полностью Беларуси. Собственно, и по-белорусски таких произведений мало. И Кульбак был просто фанатом белорусской природы. У него есть вот Велфеша лидер, волчьи песни. По поводу перевода, почему вы выбираете переводить на зону? Есть же, наверное, заимствование какие-нибудь с иврита те же. Я не очень понимаю ни идиш, ни немецкий. Но почему выбирают заимствование славянских языков, нежели чем из иврита? Это все очень сильно зависит от стиля и значит, выдержка неразрывно связаны славянские и семитские слова. И во многих случаях это надо просто знать стилистику, потому что есть слова семитского происхождения, которые очень простонародные, то есть простейший пример, это, наверное, вы знаете слово «тохос», задница. Оно древнееврейское, но оно простонародное. А при этом есть абсолютно нормальные слова славянского происхождения, которые абсолютно литературные и никак иначе не сказать. То есть идиш можно назвать гибридным славяно-германским языком или германо-славянским, потому что основа германская, но синтаксис весьма напоминает славянские языки, очень много слов славянских. Почему тогда сами евреи называли его жаргоном? То есть как бы, его жаргоном, его называли жаргоном недолгое время. Это была мода называть жаргоном с середины 19 века до начала 20 века был такой период. До этого, значит, сами евреи его называли либо лошен ашкеназ, то есть ашкеназский язык, в принципе немецкий тоже лошен ашкеназ. Но в средневековой литературе часто указывалось, что вот там такая-то книга написана, например, переведена с немецкого христианского лошен ашкеназ на еврейский лошен ашкеназ, то есть считалось, что это другой язык, но тем не менее ашкеназский. То есть слово дайч или тайч, значит, традиционное старое название идиш это тайч, и не совсем верно переводить слово тайч как немецкий. Почему? Потому что до где-то 14 века не было, собственно, понятия немецкого языка. Были разные наречия, баварское, лиманское, то есть разные наречия, которые, в общем, слово, там, где как оно произносилось, Deutsch, Deutsch, которое до сих пор сохранилось, Dutch, по-английски название голландского. Это все вот, это слово обозначало народный, простонародный, понятный язык. Это не был этноним, это было
от слова тю, значит, как там произносилось, от слова, в общем, племя, народ, народ. И в средневековье, когда идиш уже, в общем, стал как минимум особым диалектом, понятие, вот интересно, что тайч, выдержи тайч, это и в старину был и сам язык, и до сих пор тайч это толкование или по-простому, то есть, например, говорят «was ist der Teich», в чем смысл того-то и того-то, «was ist der Teich». То есть, что интересно, исконное понятие вот этого корня «дайч», «тайч», «тюч», там, как оно произносилось в Средневековье, оно как раз в идише сохранилось, в отличие от немецкого, где оно стало этнонимом. То есть, к чему я это говорю? Иногда идиш назывался, и, собственно, идишем, начиная еще с XIV века, это словоупотребление зафиксировано. Наиболее частые синонимы были тайч и лошен ашкеназ. Абсолютно такая же ситуация была во всех восточноевропейских языках. То есть, например, когда белорусский уже явно отличался от московского русского, назывался он, в общем, русским, то есть вот, белорусским, это воспринималось как разновидность русского, но тем не менее особенно. А украинский, как мы знаем, был малорусским. Сами же многие украинцы до начала 20 века, собственно, и так и называли, то есть, в общем, это было не... А что такое тогда мова? А что такое мова? Мова – это язык, просто слово означает. Слово язык означает. Да. То есть слово мова можно любой язык назвать. Да, конечно. Юрий, простите, пожалуйста, вот продолжая вопрос нашей гости, я просто хотел уточнить. Да. То есть получается, что включение в такое стихотворение на идише какого-то, скажем так, слова из иврита, это просто чужестранец. Это Нет, потому что в идише есть огромный слой слов семитского происхождения, которые абсолютно интегрированы, это такая же часть языка, как слова французского происхождения в английском. Без них деваться просто некуда. Они есть, их очень много. На идише половина слов древнееврейского происхождения. Не половина, но 20%. Но в стихах они вполне... Смотрите, у меня, например, бабушка, она там, с праздником, да? Инки, вместо Йом-Кипур, Инки, они говорили. Так понятно, что у нас праздники еврейские называются соответственно. Нет, не в этом дело, что вместо Йом они не говорили видите, Йом, она говорила Ин. Вот я говорю, вот такой этот разговор, я не знаю, как это писалось, может быть, это и как положено, я не знаю. Во всяком случае, а любовь она знала. И это еще раз показывает то, что вот есть народные названия, которые восходят собственно, к древнееврейскому и к арамейскому часто. Это показывает, что слова эти полностью интегрированы. Или, например, если мы приведем сравнение с английским, скажем, вот церковные праздники по-английски, многие названия, там, скажем, Advent, восходят к латинскому. Да? То есть и никому в голову не приходит думать, это не английское слово, а латинское. Точно так же в идише есть слова, которые, естественно, если вдуматься, происходят из древнееврейского арамейского, но на практике никто не думает, что это слово оттуда, это слово оттуда. Ну, в русском языке тоже полно англоязычных, немецких. Есть полно, но мы же, когда разговариваем, мы не думаем, что, допустим, там какое-нибудь слово... Там, кстати, польский... Тетрадь, что это греческое слово, мы не думаем. Нет, так в русском языке много польского происхождения, тюркского происхождения. Да, вот видишь, что точно так же, в общем, если проследить этимологию, то, конечно, в общем, основные 3 слоя, если точнее даже 4, это древнееврейский, арамейский, они сильно отличаются? Древний верхний немецкий, то есть средневековые диалекты, я еще раз говорю, идиш не происходит из немецкого, потому что немецкий как таковой в современном понимании это, в общем, нечто выросшее на основе стандартной литературной немецкой, это нечто выросшее после уже публикации Библии Мартина Лютера, после
начало книгопечатания на основе разговорных диалектов в районе Берлина. До сих пор миллионы людей дома говорят на баварском, кстати, который более похож на идиш, и который отличается, ну, очень сильно от стандартного немецкого. То есть идиш и немецкий соотносятся как языки, языки сестры, языки братья, а не один производный другого. То есть, как, например, там, русский и польский, или испанский и португальский. То есть ветви родственные, происходящие, в общем, действительно, конечно, язык германский в основе. Если в английском, который тоже германский, огромный слой французской, нормандской лексики, то в идише это славянское и семитское. А арамейский он сильно отличается от древнееврейского? Сильно. Ну, примерно тоже, как, скажем, испанский от итальянского, то есть, да, это языки родственные. Ну, то есть там одно и то же понятие по-разному называют. Я пример приведу, например, солнце. Вот солнце на по-древнееврейски шемес, по-арамейски шимша, шимша, а по-арабски шанс. И таких примеров очень много можно привести. Естественно. И если сравнить вот арабский, арамейский и древнееврейский, большинство слов однокоренные, просто произносятся по-другому. Но все-таки однокоренные слова. Есть и арабский тоже очень родственный древнееврейскому и арамейскому. Это все семитские языки, конечно, да. Вообще Но структуры разные. То есть, например, артикль в древнееврейском, как и в современном иврите, ха, определенный артикль, значит, в арамейском он постпозиционный, то есть это суффикс а, или в зависимости от рода, может быть ан в женском роде. Он постфикционный, то есть как, например, в скандинавских языках определенный артикль тоже прицепляется к концу слова, или в румынском тоже к концу слова. А в арабском, в зависимости от согласной, какая там идет после этого, он либо аль, либо там, значит, там аш, или там ан. Ну, то есть есть гармония согласных, которые делятся на солнечные и лунные, так называемые. Ну вот он, ну аль, если мы говорим упрощенно, значит, другой артикль, то есть грамматика, но общая, очень много общего. И, скажем, спряжение глаголов очень похоже. Сложно. Сложно, особенно в арабском. В арабском гораздо больше всяких разных форм глаголов. Есть еще двойственное число, которого нету в арамейском и в древнееврейском. А так-то, да, много похожего. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы? Очень сложно. Сложно, много на свете всякого интересного и сложного.